Мы собрались сегодня, чтобы почтить память великого поэта, мыслителя, государственного деятеля, основоположника узбекского литературного языка Низаметдина Мир Алишера, известного как Алишер Наваи. Это событие выдающего человека Алишера Наваи, который стоял у истоков поэзии, который умел говорить, говорил всегда открыто, правдиво. И то, что сегодня узбекская община отмечает этот день, это говорит о том, что в Удмуртской республике сегодня созданы все условия, чтобы каждое национально-культурное объединение могло проводить свои мероприятия, могло не забывать свои традиции, обычаи узбекского народа. Я уверен, что она так и будет продолжаться, потому что та политика президента Удмуртской республики, которая есть сегодня в Удмуртской республике, в области национальной политики, она четко говорит о том, чтобы каждый народ, который проживает на этой территории Удмуртской республики, мог сохранять свой язык, обычаи, традиции. Ну а главное, чтобы мы всегда жили в мире, дружбе, согласии. И это наша с вами общая задача — сохранить наш дом, Удмуртскую республику и Российскую Федерацию, чтобы мы всегда понимали друг друга, поддерживали друг друга. Только вместе, живя в одной семье, можно творить то добро, которое вы сегодня делаете. Национальная библиотека Удмуртской республики тесно сотрудничает с национально-культурными объединениями республики. Вот сегодня мы впервые открываем эту выставку в сотрудничестве с Узбекским национальным центром социальной поддержки и развития культуры «Азия+». Мы сегодня собрались в этот знаменательный день вспомнить о своих предках, в первую очередь о тех великих людей, которые сделали для нашего народа, да будем говорить даже для всех наших народов, огромное дело. Потому что этот человек воспевал всегда о любви, о том, что младшие уважали старших, чтобы все было хорошо. Поэтому мне бы хотелось в дальнейшем проводить нам такие мероприятия, чтобы всегда мы собирались в хорошем кругу. И я бы поблагодарил Министерство национальной политики, нашу библиотеку, мы уже будем тесно сотрудничать. Поэтому в дальнейшем еще продолжение следует. Спасибо всем. Сегодня очень радостное событие. Мы вспоминаем великого узбекского поэта Алишера Наваи, читаем его стихи, еще раз удивляемся действительно глубокому внутреннему миру его поэзии, его удивительной судьбе, потому что действительно он оказал существеннейшее развитие, он дал вектор направления узбекской литературы, вообще сыграл ключевую роль в развитии восточной литературы, среднеазиатской. И будет уместно буквально несколько слов о его поэзии в самых широких контекстах. Между коренным населением, удмуртами и узбеками довольно много общего. В первую очередь, эта общность проявляется в языке. Об этом мало говорят, но я думаю, что стоит несколько слов сказать о том, что действительно в удмуртском языке существует целый пласт лексики, который также присутствует и в узбекском языке. Ну, например, слово «адями» по-удмуртски — это «адам» по-узбекски. «Нянь хлеб» — это «нан». Допустим, «тыршины» стараться, «тырышмак» и так далее. Можно проводить целую параллель, сравнительную, да? Это говорит о том, что действительно между нашими народами, узбеками, удмуртами, много общего. Рассуждая и думая о поэзии, вообще личности Алишера Наваи, стоит сказать, что это был гений, это был человек удивительного масштаба, который и не побоялся в свое время отважиться на свои поэтические эксперименты на языке тюрки. Замечательно в фильме было сказано, что в то время было принято писать на фарси, это был главный литературный язык, и практически все поэты, жившие в том регионе, они выражали себя в художественном смысле на языке фарси. Алишер Наваи, он не побоялся, он был первооткрывателем поэтических возможностей языка тюрки. И действительно он достиг очень больших успехов в плане поэзии, в плане литературы. Что касается непосредственно творчества Алишера Наваи или Наваи,
то нужно сказать, что оно, конечно, уникально не только в измерении качества, но и в измерении количества. Вот до сих пор нет единого мнения относительно того, сколько вообще произведений он написал за свою относительно небольшую жизнь. Есть цифры 3000 стихотворений. Кто-то говорит, что еще больше. И он в творчестве он не боялся экспериментировать. Он писал традиционные для восточной литературы газели, складывал их в диваны, писал дастаны, поэмы. И вот эта вот многогранность его, она, конечно, отразилась не только в его поэтическом творчестве, но и вообще в других гранях, например, в его филологических трактатах. В одном из них он обосновал как раз необходимость писать на древнеузбекском языке, чтобы развивать эту культуру. Пожалуй, самым значимым в творчестве Наваи произведением, ну или комплексом произведений является «Сокровищница мыслей», так называемое. Это очень содержательное, да, произведение, включающее в себя где-то, наверное, больше 1000 текстов, среди которых преобладает тема любви. Как раз очень интересно порассуждать на тему, как средневековой поэт Алишер Наваи чувствовал любовь, каким образом вот он ее изображал. Там очень много интересного, потому что, с одной стороны, любовь для него была возвышенным, небесным чувством, и с другой стороны, все-таки он, вот оказавшись в этом времени, он изображал ее, да, сквозь призму некого эротизма, таинства, что тоже было отчасти новаторством в его поэзии. Сейчас самое главное, как можно на большем количестве языков представить его замечательные произведения. Я знаю, что сейчас переводится Алишер Наваи на удмуртский язык, на другие языки, разумеется, переводы многочисленны. Я думаю, что это тот случай, человек, имя которого навсегда осталось не только в узбекской культуре, но и в культурах других народов. Возлюбленный сердец. История жизни Алишера Наваи. Данный раздел познакомит вас с биографией талантливого поэта, а также выдающегося государственного деятеля и мыслителя средневекового Востока. В разделе представлены энциклопедические издания, а также статьи, рассказывающие о жизни и творчестве Алишера Наваи, основоположника узбекской литературы. Следует обратить особое внимание на книгу Бертельса «Наваи. Опыт творческой биографии», в которой подробно рассказывается о жизни этого великого поэта от чудес юности до назиданий старости, а также на статью, написанную Маминовой и Илюшкиной, напечатанную в журнале «Вестник библиотечной ассамблеи Евразии» в 2009 году в номере 2, которая называется «Посланник людям передал прекрасные слова», в которой биография Алишера Наваи переплетается с рассказом о его творчестве, о людях, которые его окружали, и о его друзьях, повлиявших на формирование языка и мировоззрения поэта. Второй раздел «Сокровищница мыслей. Литературное наследие Алишера Наваи». Документы данного раздела познакомят вас с творчеством, с самими творениями Наваи, то есть с его стихами и поэмами. В разделе представлен, конечно же, вершина его творчества цикл «Пятерица», состоящий из 5 эпических поэм «Лейли и Меджнун», «Фархат и Ширин», «Семь планет», «Искандерова стена», «Смятение праведных», в которых Наваи полемизирует с поэтами-предшественниками, давая новую трактовку известным сюжетам и образам. Представлены в разделе, конечно же, знаменитые газели Алишера Наваи, который представляет собой жанр восточной поэзии, в котором Наваи достиг такой степени совершенства, можно сказать, что Луфти, его поэт-современник, тончайший знаток восточной газели, услышав одно из двустиший молодого поэта, воскликнул: «О Боже, если бы это было в моих силах, я бы променял все свои стихи на одну эту газель и считал бы такой обмен великой удачей». Вот так высоко Луфти, уже опытный поэт, оценил творчество начинающего молодого поэта. Кроме того, в разделе представлена литература произведения Алишера Наваи на узбекском языке, на удмуртском языке, а также фотокопия манускрипта одного из произведений Алишера Наваи,
которая была прислана нам из библиотеки Фатих города Стамбула. Украшением выставки служит издание поэмы Фархат Ширин, выпущенное к 500-летию ее написания. Книга малого формата, оформленная прекрасными восточными миниатюрами и хранящая в себе дух восточных поэм, является предоставлена нам отделом редких и ценных документов. Третий раздел. Не могут люди вечно быть живыми, но счастлив тот, чье помнить будут имя. В этом разделе представлены документы, представлены научные статьи, которые осмысляют творчество великого поэта Алишера Наваи с литературоведческих и философских позиций, а также художественная литература о великом поэте. Например, романы узбекского автора Айбека Наваи, пьеса Гани Абдулло Джамии Наваи, также романы в стихах Байрота Байкабулова, вот здесь вот представлены, «Звезда Харасана» и «Лучезарный караван». Раздел иллюстрирован фотографиями памятников Наваи в разных странах. Как известно, памятники этому великому поэту стоят во многих странах. А также культурных артефактов, которые увековечивают имя, облик и творение поэта. Конечно же, продолжает жить имя Алишера Наваи и во многочисленных сказках и притчах, которые слагал о нем народ. Одним из самых любимых сюжетов является легенда о трагической любви Алишера Наваи к прекрасной девушке по имени Гюли. Видимо, таким образом народ пытался восполнить пустующую нишу биографии любимого поэта, который, как известно, никогда не был женат, так как состоял в суфийском ордене, который запрещал ему иметь гарем. Но народное сознание по-другому трактует данный факт биографии любимого поэта. Вот эта прекрасная легенда и некоторые другие представлены в третьем разделе в виде аудиозаписей в исполнении российского актера и чтеца Рамила Ибрагимова.